На что жалуются граждане? Махмуд Али Калиматов провел рабочую встречу с омбудсменом Джамбулатом Оздоевым. Социальные сети – это такой ресурс, который в большинстве своем использует именно молодежь. И действовать, влиять на молодежь, я считаю, что необходимо именно через средства массовой информации. О роли СМИ в противодействии идеологии и терроризму говорили сегодня в Магасе. Там прошла научно-практическая конференция. Девушка проявила гражданскую позицию, мужество. При нападении неизвестных людей оказала помощь пострадавшему. Есть девочки в наших селениях. Салима Ваделова в экстренной ситуации бросилась на выручку. Сегодня ее чествовали сотрудники МВД. Когда приехал ты? 2 месяца назад. 2 месяца назад. Да. У тебя срок регистрации просрочен? Да. А вот сотрудники миграционной службы совместно со спецподразделением «Гром» выявляли мигрантов-нелегалов. Кукурузная мука, смолотая на старых мельницах, особо ценится у местных жителей. И часто здесь выстраивалась многодневная очередь на помол. Старая мельница не крутится, не вертится. Расскажем об истории культурного достояния в селении Барсуки. Это новости 24. Здравствуйте. Новым руководителем ингушского филиала Почты России стал Камбулат Сукиев, ранее занимавший должность начальника Назрановского почтамта. Коллективу почтовиков нового руководителя представил директор макрорегиона Северный Кавказ Почты России Сергей Муратов и советник макрорегиона Северный Кавказ Почты России Магомед Башир Калиматов. А позже с ними встретился глава региона Махмуд Али Калиматов. Он поблагодарил гостей за визит и внимание к региону, отметив, что для Ингушетии почта является современным предприятием, крупным работодателем, предоставляющим более 500 рабочих мест. По словам руководителя субъекта, услуги почты востребованы населением, а ее работа оказывает большое влияние на жизнь людей. Цитата: «Мы и дальше будем поддерживать политику Почты России, потому как ее филиалы и отделения в населенных пунктах зачастую единственные, кто предоставляет государственные услуги», добавил Махмуд Али Калиматов. Сергей Муратов отметил, что подход к выбору кандидатуры нового руководителя ингушского филиала Почты России был взвешенным, так как главное сегодня – закрепить и продолжить успехи, достигнутые прежним руководителем Магомед Баширом Калиматовым, который, стоит отметить, пошел на повышение, заняв пост советника макрорегиона Северный Кавказ Почты России. Я просил бы, чтобы тот ритм и динамику работы предыдущих руководителей, чтобы вы поддерживали. Надеюсь, будете также внимательно относиться к Почте России в Ингушетии. Те условия, которые вы создали для работников Почты России, чтобы они только улучшались. Это 500 рабочих мест в Ингушетии, и рабочие места для нас очень важны. Поэтому вам удачи, чтобы для нашего населения не было никаких вопросов. 10 лет Калиматов Магомед Башир Макшарбевич отдал почте Ингушетии, и за этот период сделано очень много хороших и добрых дел. Было сказано очень много теплых слов в его адрес трудовым коллективом. Была проделана огромная работа по укреплению кадрового персонала, имущественного блока, строительства и ремонта отделений почтовой связи. И недаром по праву Почта Ингушетия все время является флагманом на Почте России. Камбулат работал до этого длительное время начальником Назранского почтама. И мы надеемся, те пожелания, которые сегодня высказал глава республики, будут, безусловно, претворены в жизнь. Почему? Потому что почта работает для населения и работает в тесном контакте с органами государственной власти.
Махмуд Али Калиматов провел рабочую встречу с омбудсменом Джамбулатом Аздоевым. Он доложил главе региона об основных проблемных направлениях, по которым поступают жалобы от жителей республики. В основном это сферы здравоохранения, образования, ЖКХ. Калиматов подчеркнул, что подобная ситуация складывается исключительно из-за отсутствия должного внимания со стороны органов исполнительной власти. Поручил до 10 ноября составить подробный доклад о состоянии прав человека в республике по всем направлениям, в особенности по социальным проблемам, и провести совместную аналитическую работу с управлением по рассмотрению обращений граждан, администрации главы и правительства Республики Ингушетия, сравнить поступающие жалобы. Это поможет проанализировать эффективность работы ответственных лиц в каждой проблемной области и резюмировать, кто именно не выполняет свои обязанности согласно должностному регламенту. В ходе встречи стороны также обсудили соблюдение прав и свобод граждан по некоторым резонансным делам. Роль средств массовой информации в противодействии идеологии терроризма. Научно-практическая конференция под таким названием прошла в Магасе. Мероприятие организовано в рамках профилактики терроризма и экстремизма. В нем приняли участие представители Миннации из Чеченской республики, Дагестана, Ставропольского края, а также молодежь Ингушетии. Репортаж Светланы Томовой. Особое место в процессе противодействия экстремистским и террористическим угрозам принадлежит СМИ. Мировой опыт показывает, что эффективность в борьбе с этим злом зависит не только от деятельности правоохранительных органов и спецслужб, но и от того, какое участие принимает в этом СМИ. За тематическим круглым столом сегодня поднимают, пожалуй, самые острые вопросы и ищут пути их разрешения. Мне кажется, сейчас тоже время такое для нашей страны, когда подвиг простого человека, он необходим. И чтобы средства массовой информации помогали человеку в такое время найти те необходимые силы внутри себя, чтобы иметь возможность и желание, которое побуждает совершать благие поступки. Поэтому, конечно, сегодня на журналистику возлагается очень большая ответственность. Я надеюсь, что мы со средствами массовой информации Республики Ингушетия будем плодотворно в этом направлении работать. По мнению заместителя руководителя антитеррористической комиссии Саварбека Куркиева, СМИ является мощным и действенным инструментом, который влияет на молодежь. По его словам, из Ингушетии уехало в Сирию около 200 молодых ребят и девушек. Он отмечает, что где-то частично недорабатывают местные власти, которые должны вести постоянную разъяснительную работу с молодежью. Также Саварбек отметил, что региональным СМИ следует больше освещать военно-патриотическое воспитание молодежи. Я хотел бы попросить и порекомендовать представителям СМИ больше освещать на нашем телевидении передачи о деятельности правоохранительных органов и, в частности, отдельно работу антитеррористических подразделений. В развязанной террористами войне против общества и государства им часто удается использовать коммуникационные ресурсы, СМИ и интернет-пространство. Социальные сети – одна из наиболее эффективных площадок для вербовки несознательной молодежи. Об этом в своем докладе говорила и блогер Залина Корикова. Она уверена, что социальные сети – благоприятная среда для распространения идей терроризма. В сети интернет-группировками, ведущие противоправную деятельность, осуществляется управление деятельностью автономных групп, проводится идеологическая работа, сбор средств, а также непосредственная подготовка к совершению экстремистских и террористических акций. Анализ информационной обстановки сети показывает, что контент основных интернет-ресурсов по продвижению идеологии терроризма носит наступательный агрессивный характер, отличается хорошей теоретической базой, продуманным спектром методов управляемого информационно-психологического воздействия на пользователей и защищенностью ресурсов. По мнению гостей конференции, в настоящее время в мире чаще говорят о проблеме экстремизма. Связано это с тем, что сегодня никто не застрахован от его проявления. Они считают, что дружелюбие и толерантность к представителям других национальностей и конфессий могут стать для молодежи предохранителем от негативного влияния экстремистских идей. Доведение вовремя правильной информации – это играет большую роль, потому что сегодняшний век 21 век технологий. Кто первый получает информацию, даже хоть она фейковая, она как бы впервые схватывается, и после этого опровержение данной информации как бы отговорками принимается обществом. Поэтому СМИ в этом плане имеют очень большую роль. И на них как бы возложена большая миссия, на которую они должны ответственно как бы подходить и участвовать во всех процессах общества. Не стесняться в какой-либо информации, давать опровержение, если это уже нужно, или же успевать предупреждать какие-то негативные
позывы в обществе и так далее и тому подобное. Поэтому данные конференции, они нужны. Средства массовой информации современные, если мы говорим об официальных, да, зарегистрированных, аффилированных, то они постепенно вытесняются народными средствами массовой информации, которые у нас в мире называются social media, да, то есть социальные сети и их информативная основа, их загрузка в основе своей вытесняет сегодня официальную информационную повестку. Поэтому очень большая задача наша заключается в нашей гибкости и вариативности в отношениях с этим блогерским, просто не только блогерским, да, экспертным, а просто с сознанием нашего населения, особенно молодежи, которая вовлечена вот в эту своеобразную медиасферу. Молодые участники конференции считают, что мотивами к вступлению в экстремистскую группу, возможно, является стремление к независимости. Но каждый должен понимать, что своевременная профилактика терроризма может быть эффективной. Попадание под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этим. В этом направлении активная молодежь уже ведет определенную работу. В социальных сетях я сама была свидетелем, происходит пропаганда данного явления, происходит вербовка молодежи, массовая вербовка молодежи, и я считаю, что каким-то образом повлиять на социальные сети в первую очередь необходимо, поскольку в современном мире социальные сети – это такой ресурс, который в большинстве своем использует именно молодежь. И действовать, влиять на молодежь, я считаю, что необходимо именно через средства массовой информации. Минас республики проводит множество мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма. Министерством создана специальная межведомственная группа, которая часто проводит семинары и круглые столы в различных учреждениях республики. Разговаривали с руководителем телевидения Республики Ингушетия. Будем создавать отдельный такой раздел, который сейчас и так проходит в новостном формате, показывает, где будет развенчивать эти фейковые новости. И в самом министерстве планируется создание мониторинга средств массовой информации, так сказать, создание схемы кризисного управления. Что если вдруг какое-то происходит событие, и власть, чтобы не бездействовала, а телевидение могло показать, вот на примере, как это было в перинатальном центре, когда на самом деле туда выдвинулась и приехал вице-премьер Амриева, она навела там порядок, выдали одеяло, отопительный сезон – это один из самых ключевых, которые обсуждает правительство. Но были фейки, вбросы, нагнетания, чтобы можно было оперативно показать, что власть реагирует, она принимает меры и не сидит сложа руки. Я вот надеюсь, что мы будем совместно с средствами массовой информации оперативно эти дела освещать. После официальной части конференции состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка под названием «Да миру, нет террору». Почти из 1000 работ были определены 3 основных победителя. Далее собравшаяся молодежь смогла посмотреть презентацию фильма «Вербовщики». Это один из проектов НТРК «Ингушетия». Для террористов человеческая жизнь – лишь разменная монета, ценность которой близка к нулю. Этот фильм показывает, что ислам не имеет никакого отношения к терроризму. Здесь подробно рассказывают, как молодежь попадает в сети вербовщиков. Наивные и доверчивые, недовольные своими жизненными обстоятельствами и проецирующие это недовольство на власть. Они легко становятся уязвимыми жертвами тех, кто беспощадно распоряжается их жизнями. После просмотра фильма многие собравшиеся под большим впечатлением обсуждали картину. Хочу сказать, что данный фильм, распространение его хорошо было бы, если бы в различных соцсетях, таких как Инстаграм, ВКонтакте, возможно, в WhatsApp и других соцсетях. То есть вот именно в этих соцсетях сидит сейчас большинство молодежи, и думаю, они более будут информированы, если это будет именно не по телевизору или в университете или где-то еще, а именно в соцсетях. Мы сегодня живем во Всевышней безопасности, мы сегодня можем заниматься своими делами, можем заниматься своими семьями, детьми, работать. И самое главное для нас это, конечно, развиваться. Для нас, для нашего народа самое главное развиваться.
В завершение конференции собравшиеся сошлись во мнении, что с этой проблемой необходимо бороться всем вместе, сообща, не давая ни малейшей возможности вербовщикам затуманивать мозги неокрепшей молодежи. Светлана Томова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Стекольный завод и предприятие по производству энергосберегающего осветительного оборудования – два объекта, которые могли бы обеспечить регион конкурентной продукцией, рабочими местами и приносить доход. Но что-то пошло не так, и еще недавно работавшие конвейеры теперь в режиме долгосрочной паузы. Почему, выяснял Микаил Тангиев. В этой части вот здесь у нас должен собираться цех шахты. Здесь монтируются у нас, значит, силосные банки, высотой 43 метра они должны быть. 339 миллионов бутылок. Приблизительно такого масштаба продукцию планируют выпускать в год на стекольном заводе в Малгобекском районе. Изначально он относился к предприятию первой категории, то есть непрерывного производства. Поэтому газ, свет, вода и другие необходимые коммуникации здесь уже давно подведены. Также ранее были построены производственные цеха и помещения для готовой продукции. Но не на всех этапах строительство продолжается, учитывая технологию возведения и отсутствие денежных средств. Здесь, соответственно, вот в этом цеху, этот цех уже будет непосредственно здесь печь стоять, будет такое основное наше производство. Вот на этой площадке у нас будет. Здесь у нас тоже высота 23 метра. Это надо сперва выложить печь, потом, значит, провести изоляцию его, все остальные вспомогательные работы. Внизу там, значит, транспортерные, конвейерные линии, там все это сделать. После этого только мы можем тоже закрыть. Почему? Потому что у этого цеха тоже высота 23 метра. Из-за этого у нас вот сейчас вот эти перебои идут. Решение о том, чтобы построить стекольный завод в селении Сагабши, было принято еще в 2004 году. Министерство экономики страны, правительство региона и компания «Артис» заключили между собой трехстороннее соглашение. По словам генерального директора нынешней группы «Артис», в 2010 году их бывшая организация приступила к строительству завода за счет собственных инвестиций. В рамках этого соглашения предполагалось софинансирование и поддержка от других сторон, но в итоге что-то пошло не так. В соглашении было указано, что как только начинается инвестиционная программа, и значит, будут выделены государственные гарантии для того, чтобы, значит, ход строительства не остановился, и инвестор должен был часть свою денег вкладывать, и за счет выделенных государственных гарантий с последующим погашением госгарантий, значит, должно было выделиться 5 миллиардов 620 миллионов рублей. Значит, соответственно, эта программа, та, которая должна была нас, эту организацию ООО «Артис», в дальнейшем дать государственную гарантию, они не выдержали своих, значит, обязательств. Единственное, что вот инвестор сумел за счет собственных средств вот это все построить на сумму 664 миллиона рублей. По сути, основные этапы постройки уже завершены, и сюда остается всего лишь завести необходимое оборудование и в течение 1 года доделать оставшиеся производственные участки. На сегодняшний день бывшие инвесторы в лице группы «Артис» просят оказать поддержку в продолжении строительства этого завода. В этом случае предприятие сможет предоставить 420 рабочих мест и полностью будут покрыты потребности региона в стекольной продукции. А вот что касается завода по производству осветительных приборов на основе сверхярких диодов в Малгобеке. Сюда изначально привезли оборудование в целях производства светодиодно-осветительных ламп и паст для толстых пленок. По проектной мощности предполагалось выпускать до 400 тысяч светильников и 18 тонн паст в год. Пока у нас были комплектующие, мы этим занимались. На данный момент все комплектующие выработаны, поэтому мы пока простаиваем. Простой идет к тому, что мы не можем содержать тех сотрудников, которых уже обучили. Нам в течение этого года пришлось уволить несколько человек, и это особо это ценные сотрудники. То есть, когда мы вернемся, скажем, в производственное русло, нам придется снова их искать, обучать, и это целая проблема. Предприятие было построено в рамках федеральной целевой программы и запущено в торжественной обстановке в апреле 2017 года. В проект было вложено почти 1,5 миллиарда рублей. Благодаря нему было создано более 200 рабочих мест для жителей региона. Работы уже были запущены, но все опять же упирается в отсутствие финансирования. Любое производство, если оно построено, сделано, предполагает, что будут оборотные средства какие-то. На что-то надо покупать оборудование, комплектующие. На эти цели никаких средств не выделялось. Мы можем, пока и умеем, работать на небольшой части оборудования, которое мы каким-то образом освоили и наладили производство продукции.
Это процентов 10 от всего оборудования, которое установлено на этом заводе. Потенциал для создания производственно-промышленного кластера в нашем регионе есть, и он немалый. Помимо полного обеспечения продукции ингушских потребителей, в планах есть поставка изделий в соседние регионы. Для этого всего лишь нужно наладить производственный конвейер и сделать очередной шаг в сторону развития нашей республики. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Настоящий бойцовский характер и поразительное для ее возраста сочувствие по отношению к ближнему проявила юная Салима Ваделова. Став свидетелем расправы в одном из магазинов селения Нижних Очелуков, школьница, не задумываясь, кинулась на подмогу пострадавшему. Ее действия отметили в МВД региона. Сегодня она была удостоена награды. Подробности у нашего корреспондента. Маленький придорожный магазин в селении Нижние Очелки приковал к себе внимание жителей республики и не только. В пространстве интернет-сети распространилось видео с камер внутреннего наблюдения. В объектив попали неприятные кадры уличной драки. А 9-летняя Салима Ваделова стала очевидцем этого реального происшествия. Возвращаясь из школы домой, ей пришлось стать свидетелем конфликта между группой неизвестных лиц. Увидев, что есть пострадавший, она бросилась к нему на помощь. Трое забежали, один стал наружу. Двое били с арматурами толстыми, этого, да? А другой стоял, чтобы никто не зашел с автомата. И когда его били, он хотел вытащить свой пистолет и ударить, но пистолет упал, и он побежал ко мне. И я побежала туда, и когда он бросил на себя шкаф, он толкнул меня, и другой подбежал. Я попыталась поднять шкаф, но я не смогла. Он был тяжелый. Что сказали родители? Ну, папа сказал, молодец. А мама? Мама сама была в шоке, плакала. Чествовать отважную героиню собрались на школьной линейке в присутствии учеников, директора, педагогов школы, а также местных жителей. В торжественной обстановке Салиме вручили подарки и грамоты. Полковник полиции Ахмедхан Сампиев объявил собравшимся, что прийти на помощь попавшему в беду обязанность сотрудников МВД. И они надеются, что в будущем Салима Ваделова пополнит их ряды. Министру был подписан приказ о награждении нагрудным знаком за содействие МВД по Республике Ингушетия. Девушка проявила гражданскую позицию, мужество. При нападении неизвестных людей оказала помощь пострадавшему. И не растерялась. И, в принципе, для 9-летней девушки она проявила мужество и героизм. Старший брат нашей героини Азраил Ваделов, подшучивая над Салимой, признается, поступком сестры не сильно удивился. Твердый характер и стремление к справедливости она часто показывает в споре со старшими братьями. А родственники и соседи отмечают в ее характере качества, к сожалению, присущие не всем взрослым людям. Она провела мужественный поступок. Она хотела вытащить его из этого шкафа. Она провела очень мужественный поступок. Я смотрела ролик, как там она бегала, когда это происходило. Но я совсем не удивилась, потому что она моя соседка, я очень хорошо знаю с детства. Она такая, скажем, очень активная. Она там не испугалась, не растерялась. Салима будто не понимает, за что ее награждают. Для нее, согласно ингушскому менталитету и традициям, это в порядке вещей. Отважная и отзывчивая ученица в родных стенах школы номер 27, получив подарки и грамоты от сотрудников внутренних дел, идет на урок истории, где вместе со своим классом будет изучать историю Древнего Египта. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Ахмед Гандаров, Новости 24. Сотрудники территориального управления Федеральной антимонопольной службы провели обсуждение нарушений, выявленных при выделении земельных участков муниципальными образованиями. Одна из главных целей таких встреч – донести до жителей порядок приобретения земельных участков и правил проведения торгов. Только за последние 3 года ингушский МУФАС в сфере применения Земельного кодекса РФ при проведении процедуры торгов на право заключения договора аренды земельного участка выявлено 211 нарушений. Также на заседании подчеркнули проблему отсутствия конкуренции в проведении официальных торгов и зачастую продажи земель по кадастровой стоимости. Если это сельское поселение, допустим, они там продают земельный участок, да, и доход от продажи этих земельных участков уходит в районную казну, и дальше район уже распределяет между теми сельскими поселениями, которые находятся на территории муниципального района. Эти все деньги напрямую должны поступать именно в бюджет муниципального образования.
и оттуда они уже расходуются. Мы должны понимать, что это те дороги, на которые мы ездим, это те же садики, школы, которые мы строим, ремонтируем. Это все уходит туда, и те деньги, которые выручаются за проведение торгов, они относятся и касаются каждого из нас. По мне, так очень ненормальная ситуация, когда земельный участок оценивается по кадастровой стоимости. Это надо сказать, что разрешено земельным кодексом и продается по этой же начальной максимальной цене контракта. Это минимальная сумма. Там вообще иногда бывают такие смешные цифры, что даже, не знаю, видимо, даже само выставление, да, проведение процедуры, наверное, стоит дороже, чем земельный участок, который по итогам потом продается. Оперативно-профилактическое мероприятие провели сегодня утром сотрудники миграционной службы Назрани. Совместно со спецподразделением «Гром» выявляли мигрантов-нелегалов. Все подробности у Зелимхана Калоева. 6 утра. Работает «Гром», отряд особого назначения. Застать у себя дома людей в масках иностранные граждане не ожидали. Незваные гости оказались как гром среди ясного неба. Послушай меня, ты обязан при себе держать свой паспорт, так как ты являешься иностранным гражданином, понимаешь? А где твой паспорт сейчас? 15 уроженцев Узбекистана и Таджикистана сразу же были доставлены в отделение миграционной службы Назрани. Административных правонарушений столько же, в основном одни и те же. Уклонение от выезда с территории России в срок и незаконное осуществление трудовой деятельности. У каждого мигранта своя история, своя правда и свои причины. Когда приехал ты? 2 месяца назад. 2 месяца назад. У тебя срок регистрации просрочен? Да. Сколько дней? 2 месяца назад. 2 месяца назад надо было выехать. Почему не выехал? Я в Баку уехал, приехал, он сказал, печать не поставил. Я в Баку уехал, границу. Приехал, печать не поставил, обратно приехал сюда. А как ты выехал через границу и обратно заехал, и печать тебя не поставили? Да, это маршрутка. Гулимах Рахимову вместе с ее 2 маленькими детьми также доставили в отделение. Уроженка Узбекистана в Ингушетию приехала всего лишь год назад в поисках лучшей жизни. Жалуются, что на родине нет работы. Кто зарабатывает у вас дома? Вот. Где работаете? Муж мой работает. А где работает? Частный по городу. И таких историй немало. Каждый хочет заработать и прокормить свою семью. Вот только делать это нужно законно, получив специальный патент в миграционной службе. А находиться на территории России иностранцы имеют право, только встав на миграционный учет. У каждого мигранта-нелегала свои точки. Нередко их можно встретить на федеральной трассе. Сейчас, как ни странно, их след простыл. Правда, надолго ли? Ведь каждое утро иностранные граждане собираются в группу и выстраиваются в очередь в поисках работодателя. Копают ямы, делают штукатурку, в общем, все виды работ. А вот 5 мигрантам с Ингушетии придется попрощаться на 3 года. Отныне въезд в страну им будет закрыт. С каждого иностранца в миграционной службе снимают отпечатки пальцев и заносят их в общую базу. К слову, ответственность понесут не только сами нелегалы, но и жители, незаконно предоставившие им кров. В отношении указанных граждан, у которых проживали 3 иностранных граждан, которые уклонились от выезда из Российской Федерации по истечению срока действия их пребывания в России, будет принято воздействие административного характера, то есть привлечение к административной ответственности по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ. Там санкции от штрафа от 2 до 5 тысяч рублей. Также сейчас нам ведется работа по выявлению граждан Российской Федерации, которые предоставили работу иностранным гражданам без разрешительных документов. По данному факту возбуждено административное расследование в отношении жителей Республики Ингушетия. Иммиграция в Ингушетию с каждым годом только растет. Массовый наплыв мигрантов некоторых жителей настораживает. В вечных вопросах взгляды населения все же расходятся. Одни возмущены, другие сочувствуют и пытаются войти в положение. Бетик болон де шаш табиака шаш сускляка хамди вак вей курл сонтер дашец цац до белхажди вейна что ца ажлаш бобобис ажлаш же завсклады же завмагы министры же хагалц деш кайк дес. Одно остается неизменным – мигрантов меньше не становится. Одни приезжают работать, другие попрошайничать и зарабатывать на сострадании других людей. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.
Географический диктант напишут в России и за рубежом 27 октября. Масштабная международная акция, инициатором которой является президент Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом уже в 5-й раз. В Ингушетии подготовлены 41 площадка. Акция пройдет в школах Назрани, Сунжи, Магаса, Карабулака, Малгобека, а также в школах сельских поселений Нестеровская, Троицкая, Далаково, Альгетия, Кажево и Новый Редант. На всех площадках во всех странах акция начнется в 12 часов дня по местному времени. Однако за час до начала мероприятия нужно будет зарегистрироваться и получить бланки для диктанта. В 6-й школе на Сыркорте родители и дети не соблюдают ПДД. И те, и другие перебегают дорогу на красный свет. Жалуются, что светофор плохо работает, поэтому и приходится нарушать. Спуститься вниз по переходу тоже невозможно. Там образовалось препятствие. Как быть, узнавала наш корреспондент Амина Бокова. Утренний коллапс. Никак иначе не назовешь то, что происходит возле 6-й школы в Насыркорте каждое утро. Зеленый свет для пешеходов загорается здесь только после нажатия кнопки на светофоре. Но, видимо, некоторые родители настолько спешат, что предпочитают рисковать жизнью своей и собственных детей, лишь бы не ждать несколько лишних секунд у светофора. На примере родителей учатся и дети. У некоторых нет понятия, не знаю, что нажимать надо на светофор. В общем, надо было здесь каждое утро, чтобы стоял КАИ, чтобы они регулировали этот перекресток. Даже вот когда светофор включенный, и то машина вот проскакивает. Я видел, что и водители транспорта, то есть автомобили, водители, они останавливаются на красный свет светофора, имеется в виду для пешеходов, и пропускают детей. Также это тоже неправильно. То есть им дети должны понять, что переходить дорогу можно только на зеленый светофор для пешеходов. Большую роль в безответственном поведении людей на дороге сыграл и сам светофор. По словам жителей, работает он с перебоями. Например, сегодня кнопка на одном из светофоров совсем перестала работать. Из-за того, что машины часто не останавливаются, бывает сложно переходить дорогу. И бывает страшно за маленьких детей, которые переходят эту дорогу. Информацию о неисправности светофора мы отправили в ГИБДД. Специалисты тут же зафиксировали поломку. По факту неисправности данного светофора сотрудниками дорожного надзора госавтоинспекции по Республике Ингушетия составлено соответствующее предписание. Оно будет направлено в Управление автомобильными дорогами СКФО по Республике Ингушетия для принятия соответствующих мер. В случае неисполнения должностными лицами данного предписания они будут привлечены к административной ответственности. Правда, на этом беды учащихся родителей и учителей 6-й школы не заканчиваются. С начала ремонтных работ на федеральной трассе переход от дороги к школе превратился в настоящую горку. И если в теплое время года здесь уже были случаи падения детей и взрослых, то с началом заморозков добираться до учебного заведения придется разве что на санках, шутят родители. Некоторые падают, взрослые люди падают, дети падают, потому что очень неудобно. Подъем, который переход на федеральную трассу с проселочного, тоже такая же проблема. Местным жителям обещают, что в скором времени здесь построят надземный пешеходный переход. И тогда все проблемы останутся позади. Но это только в планах. По факту конец октября. Скоро наступят заморозки. Зимой и темнеть начнет раньше. Если учитывать тот факт, что многие дети привыкли переходить дорогу на красный свет, то риск возможного ДТП на этом участке дороги очень высок. За 9 месяцев текущего года на территории Республики Ингушетия произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, в том числе и с участием юных пешеходов. Также было ДТП по причине перехода ребенком проезжей части вместе с родителем в неустановленном месте. С учащимися школы регулярно проводятся разъяснительные работы, чтобы дети были максимально осторожны. Но далеко не все ребята прислушиваются к наставлениям взрослых. Каждое утро учителя дежурят на этом переходе, чтобы помочь детям в случае ЧП. Но проконтролировать каждого ребенка практически невозможно. Решить проблему может только надземный переход. До его появления сотрудники ГИБДД призывают родителей проявлять бдительность, запастись светоотражающими элементами на одежде, чтобы в темноте быть в поле зрения водителей. Ну и, конечно же, стараться самим забирать учащихся со школы. Амина Бокова, Ахмед Гандаров, Магомед Белакиев. Новости 24.
Водяная мельница, расположенная в сельском поселении Барсуки, перестала работать по назначению. Этому сооружению больше века. С 2001-го оно официально признано исторической достопримечательностью. Мука с этого, так сказать, станка в свое время поставлялась даже на царский двор. Почему дело застопорилось, расскажет наш корреспондент. Республика Ингушетия изобилует своими памятными местами и объектами. Жители близ реки Назранки могут смело похвастаться своей историей. Ведь именно здесь находится старинная мельница. От одного этого слова веет теплом, природой, просторами и даже какой-то загадкой. Ведь не зря ее называют немым свидетелем великого прошлого. Это деревянная мельница – родовая реликвия семьи Майсиговых. Сейчас она перешла в руки уже третьего поколения. Построена мельница была дедушкой нынешних владельцев еще в позапрошлом столетии из-за активной торговли муки в селе. Тогда на реке Назранка стояло около 3 десятков мельниц, но, увы, сохранилась только одна. Хайр ховаш, уж бисажаш, хайр ховаш, бисен динах болбеж, хоз болбеж, дек хайр в 57 году в это дахкачхане, хайр болбеж, совхоз Назрановский, болвот, цар балансила, тыш, я хайр болбеж хан, хави оз, чи журбек, хaj хай чи хасоп зангolcha. Хази хайр болбеж, халхму болбе, хоз хатоя, авотиш наха, хоз пейдеба болш, дек хайр ху геро. Водяная мельница долгие годы оставалась главной мельницей в Ингушетии. До революции мука поставлялась даже на царский двор. Кукурузная мука, смолотая на старых мельницах, особо ценится у местных жителей. И часто здесь выстраивалась многодневная очередь на помол. По словам местных жителей, мельница обслуживала население не только своего села, но и отдаленных районов, выдавая муку высшего сорта до самой депортации. А после возвращения на родину семья Майсиговых сделала все возможное, чтобы вернуть и продолжить работу. Ну, она старая мельница, сейчас русло закрыли, но печально, что она не работает, как старинный памятник. Я еще маленьким ребенком был, люди приезжали, муку делали здесь. Со всей республики люди приезжали. Мука была как бы качественная, вкусная. В свое время река была довольно широкой и мощной. Вода вращала передаточный механизм и приводила в движение жернова. Однако на сегодняшний день основной проблемой является регулирование русла для водообеспечения. Это привело к тому, что мельница не может функционировать. Да, чернозем, айосиге, ерде, тоя, гиганжу, гигантиш, отеде, зону отдых, хостоя, дабулуч хамбар, хатоя, хамдачер, хунгурда $100. Осенью 2018 года началась очистка реки и выпрямление русла. Мероприятие было проведено с целью защиты от затопления территорий, однако местные жители считают, что в этом не было необходимости. 50-60 лет ханден цар, даг дуасуна. В 2001 году Барсукинская водяная мельница отнесена к памятникам истории и культуры республиканского значения и находится под охраной государства. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В Ингушетии для детей-инвалидов запустят бесплатные курсы лечебной верховой езды. Их организует благотворительный фонд МЯЛ на средства президентского гранта. Для начала будут проведены семинары и встречи в ноябре, на которых родителям детей с патологиями расскажут о всех преимуществах лечебной верховой езды. Формирование групп также будет начато в ноябре. Ипотерапия является одним из самых эффективных способов реабилитации детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, различного рода нарушениями опорно-двигательного аппарата. Лечение помогает детям расслабиться, развивая чувство равновесия. Это еще и тепловой массаж, который заставляет мышцы работать и улучшает настроение ребенка. В планах благотворительного фонда провести не менее 30 занятий, которые начнутся в январе 2020 года и завершатся в декабре. 20 единиц техники и около полусотни рабочих задействовано в реконструкции участка дороги Назрань-Малгобек-Нижний Корб-Терек. Сейчас ремонтируют участок с 42 по 52 километр. Движение транспорта здесь активное, водителям приходится нелегко, особенно в часы пик. Асфальт укладывается в 3 слоя. Когда завершат работу, узнаем у Тамары Хашагульговой.
Уже через несколько часов эта гора гравия превратится в ровное полотно. Это лишь первый этап в трудоемком процессе, но, несомненно, самый важный. Все должно быть четко по ГОСТу, ведь от этого зависит качество будущей дороги. А чтобы работа шла без нареканий, за ее ходом следит дорожный мастер Аслан Аздоев. Он в этом деле 20 лет. Опыт колоссальный. Моя задача непосредственно как дорожного мастера заключается приемки и отсыпки песчано-гравийной смеси. Мы его ложим несколько слоев. Тут данный участок дороги поднимается местами до метра толщиной тут ПГС. И поэтому мы по 20 сантиметров толщиной 5-6 слоев из песчано-гравийной смеси делаем основание. Помимо Аслана Аздоева, каждый день здесь работают около полусотни человек. Задействовано 20 единиц спецтранспорта. Катки, самосвалы, грейдеры. Техника идет ровным строем друг за другом. Процесс непрерывный и многослойный. Впереди киркуют и снимают старую асфальтобетонное покрытие. Вот, техника едет и снимает. За ними уже идем мы, отсыпаем нижний слой, дорожную одежду мы отсыпаем. За нами уже идут, укладывают асфальтобетонную смесь, делают асфальтобетонное покрытие. За ними уже мы сразу же отсыпаем обочины, благоустраиваем обочины. Тут обочины достаточно широкие, это 3 метра обочины. Любому автотранспорту можно съехать с дороги, остановиться. Масштабная реконструкция началась еще в июле этого года. Сейчас основной фронт работ ведется на участке с 42 по 52 километр. Это около 9,5 километров с так называемого Зязико-Вюртовского круга до Танка. Чтобы сделать покрытие более надежным, рабочие укладывают асфальт в 3 слоя общей толщиной 20 сантиметров. Ширина земполотна 15 метров. Ширина проезжей части, имеется в виду асфальтобетонное покрытие, 9 метров, ширина обочин 3 метра на 2 стороны. Более того, предусмотрена установка устройства дорожных знаков. В тех местах на Зязиковском круге и в районе Танка предусмотрено освещение. Участок реконструируемой дороги довольно оживленный. За день по нему проезжает несколько сотен автомобилей. И пока автолюбителям приходится мириться с неудобствами. Они меняют маршруты, но в часы пик все равно образуются небольшие пробки. Увеличивается и время нахождения в пути. Однако большинство из них готово потерпеть временные трудности. Почти каждый день через день. نق حظ وجوش بس بيخا بريق إزداج بار حظ دق شوت ديك بقر دانا أديك حك دا صادول دول دي отсюда يرلي отсюда. Я помню эту дорогу, на ямках было и все побитая, она такая была. Ну сейчас более-менее, он половину там доделали, я доволен, нормально. Ездишь, человек отдыхает уже нормально. Несмотря на большой объем работ, объект обещают сдать даже раньше срока. Работают здесь, опережая график. А так по плану сдать в эксплуатацию участок Назрань-Малгобек-Нижний Кург-Терек должны уже в 2021 году. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Братья Халмурзаевы примут участие в международном турнире серии «Большой шлем» в Абу-Даби. Турнир стартует завтра в столице Объединенных Арабских Эмиратах. На «Большой шлем» съедутся порядка 700 спортсменов из 104 стран мира. За медали масштабного турнира в составе российской сборной поборются 20 спортсменов, среди которых и ингушские прославленные дзюдоисты Хасан и Хусейн Халмурзаевы. Совет по туризму Бразилии приглашает жителей Ингушетии принять участие в конкурсе «Король роле». Выражение «роле» означает «весело проводить время, путешествуя и знакомясь с новыми людьми». Чтобы принять участие в конкурсе, желающие должны снять видео длительностью до 1 минуты, объяснив, почему именно они должны быть выбраны для 30-дневного оплаченного путешествия по Бразилии. Поездка будет включать в себя посещение основных достопримечательностей во всех регионах Бразилии, а также встречу с президентом солнечной страны. Видеоролики принимаются до 20 ноября 2019 года на сайте конкурса. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.